Дверь с грохотом ударилась о стену, стряхнув вековую пыль с портрета моей покойной жены. И в проеме возник мой сын, лицо которого было искажено не горем, а животным ужасом банкрота. Следом за ним в комнату влетела Татьяна, размазывая по щекам дорогую косметику, и в ее истеричном всхлипе я услышал звук разбивающихся надежд на безбедную жизнь. «Ты закрыл счета?» — заорал Андрей так, что в серванте звякнул хрусталь. «Отец, ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, что ты нас уничтожил?» Я сидел в своем старом потертом кресле, обитом зеленым бархатом, и медленно, методично размешивал сахар в стакане с подстаканником. Дзынь, дзынь, дзынь. Этот звук был единственным островком спокойствия в океане их паники. Они смотрели на меня как на сумасшедшего, как на врага народа, как на выжившую из ума развалину. Но они не видели главного. Впервые за 40 лет они смотрели не на отца плотника, не на удобного деда, а на человека, который держит их судьбы в своих мозолистых руках. Меня зовут Виктор Петрович Авдеев. Мне 66 лет. Всю свою жизнь для этой семьи, для соседей, для всего нашего областного города я был тем самым столяром. Человеком, от которого пахнет лаком и сосновой смолой. Простым мужиком в клетчатой рубашке, чьим потолком считалась удачная продажа кухонного гарнитура. Но вчера днем я совершил поступок, который разделил историю рода Авдеевых на «до» и «после». Я снял все деньги. До копейки. И то, что мои дети сейчас мечутся по моей гостиной, проклиная меня, это лишь финал пьесы, которую я писал десятилетиями. Пьеса о слепой любви, предательстве и горьком прозрении. Чтобы понять, почему я сижу здесь с ледяным спокойствием, пока мои родные дети желают мне смерти, вам нужно забыть про этот уютный дом. Вам нужно вернуться назад. Туда, где не было ни миллионов, ни иномарок, ни фальшивых улыбок. В эпоху, когда у меня не было ничего, кроме честного слова и 2 рук, готовых работать до кровавых мозолей. Началось все не с денег. Началось все с запаха. Я до сих пор помню запах цеха на нашем механическом заводе в начале 80-х. Смесь машинного масла, раскаленного металла и дешевого табака «Прима», который мужики курили в курилке. Я тогда был молод, горяч, верил в светлое будущее и пятилетки. Я пришел на завод простым учеником столяра в модельный цех. Мы делали деревянные модели для литья. Тонкая работа, требующая глаза ювелира. Моя жена, Люсенька, Людмила Ивановна, царствие ей небесное, работала там же, в бухгалтерии. Мы жили как все, как миллионы советских семей. Крохотная двушка в панельной 5-этажке на окраине города, которую нам дали от завода. Ковер на стене, полированная стенка «Спутник», за которой стояли в очереди полгода, и по выходным поездки на дребезжащем автобусе на 6 соток, где мы сажали картошку. «Витя, ну куда нам этот сервиз?» — смеялась Люда, когда я притащил домой коробку с черским фарфором, купленным с огромной переплатой. «У нас и ставить некуда». «Ничего, Люся», — обнимал я ее, вдыхая запах ее волос, пахнущих хозяйственным мылом и чем-то неуловимо родным. «Заживем еще. Детям останется. У Андрюшки свадьба будет, на стол поставим». Андрей родился в 85-м, Танечка в 87-м. Я помню эти годы как бесконечный марафон. Днем завод, вечером халтура. Я брал заказы на стороне. Кому дверь врезать, кому полки повесить, кому табуретки сколотить. Я не был гением, я был трудягой. Я верил, что если работать честно, то жизнь обязательно наградит. А потом страна рухнула. 90-е ударили по нам не сразу, а как-то из-под тишка.
как опытный боксер, сначала по печени, чтобы дыхание перехватило, а потом в челюсть. Сначала исчезли продукты, потом деньги. Завод встал. Огромная махина, кормившая полгорода, превратилась в кладбище ржавеющего металла. Нам выдавали зарплату то кастрюлями, то резиновыми сапогами. Я помню вечер 92-го года. Зима была лютая, ветреная. В квартире батареи едва теплились. Андрюша, первоклассник, сидел за уроками в куртке, шмыгая носом. Танечка кашляла в соседней комнате. Люда плакала на кухне, пытаясь сварить суп из 2 картофелин и банки кильки. Я вошел на кухню, положил перед ней на стол нашу сберкнижку. Все, что мы копили 10 лет. На «Волгу», на кооператив, на жизнь, превратилось в пыль. Этих денег теперь не хватало даже на зимние сапоги для жены. «Витя, что делать будем?» — спросила она, поднимая на меня глаза, полные слез и отчаяния. В школе просят сдать на ремонт. Андрею ботинки жмут. Он пальцы поджимает, когда ходит. В тот момент во мне что-то сломалось и одновременно закалилось, как сталь. Я посмотрел на свои руки. Грубые, широкие ладони, въевшаяся в кожу пыль. «Я не дам нам пропасть, Люда», — сказал я тихо. «Я мужик или нет?» На следующий день я уволился с мертвого завода. Я вынес из гаража весь хлам, утеплил ворота старыми ватниками, поставил буржуйку. Я достал свой старый токарный станок, который выменял у спившегося соседа за 2 ящика водки еще год назад. Так родилась моя мастерская. Это сейчас красиво звучит, мастерская. А тогда это был ад. Я работал по 18 часов в сутки. Я рыскал по свалкам и стройкам в поисках досок. Я договаривался со сторожами на пилорамах, чтобы забирать некондицию. Я делал все. От гробов, самый ходовой товар в 90-е, прости господи, до простейших кухонных уголков. Помню, как стоял на центральном рынке в -20. На мне старый тулуп, на ногах валенки с галошами. Перед мной 3 табуретки и разделочные доски с росписью, которые Люда разрисовывала по ночам. Мимо проходили новые хозяева жизни в кожаных куртках и малиновых пиджаках, презрительно косясь на мой товар. «Почем дрова, батя?» — спросил один такой, сплевывая шелуху от семечек мне под ноги. «Это не дрова, сынок», — ответил я, глядя ему в глаза. «Это береза. На века сделана». Он заржал, бросил мне смятую купюру, которой едва хватило бы на буханку хлеба, и пнул табуретку. «Оставь себе. На лекарство». Я промолчал. Я поднял купюру, расправил ее замерзшими пальцами и спрятал во внутренний карман. Потому что дома ждали дети. Потому что Андрею нужны были ботинки. Я глотал унижение, как горькое лекарство, каждый божий день. Ради них. Дела пошли в гору медленно, скрипуче. В середине 90-х я уже не стоял на рынке. У меня появились постоянные клиенты. Сарафанное радио работало лучше любой рекламы. «Идите к Авдееву. Он делает на совесть». Я нанял помощника, расширил гараж, пристроив к нему кирпичный цех. Мы начали жить лучше. У детей появились сникерсы и джинсы, у Люды новая дубленка. Но я по-прежнему ходил в той же рабочей куртке, пропитанной запахом морилки. Я экономил на себе каждую копейку. Зачем мне новая машина, если старая 4 еще ездит? Зачем мне костюм, если я целыми днями у станка? «Витя, может, съездим в Анапу летом?» — робко просила жена. «Соседи вам в Турцию летают». «Люся, надо оборудование обновлять», — отмахивался я. «Фрезер на немецкий предлагают. Подержанный, но зверь. Если возьмем, сможем двери делать элитные. А море? Море никуда не денется. Детям учиться надо. Андрею скоро поступать». Я вкладывал все в будущее детей. Это была моя мантра, моя религия.
Я не получил высшего образования. Я всю жизнь глотал пыль. Пусть они будут белыми людьми. Пусть Андрей станет юристом или экономистом. Пусть сидит в чистом офисе. Пусть Таня выйдет замуж за достойного человека, а не считает копейки до получки. Когда Андрей заканчивал школу в 2002-м, я уже крепко стоял на ногах. Моя фирма «Авдеев и сын». Название я придумал с прицелом на будущее, хотя сын в мастерскую нос не кажал. Приносила стабильный доход. Но именно тогда я впервые заметил этот взгляд. Был выпускной. Я пришел в школу прямо с объекта, успев только переодеть рубашку. Руки отмыть до конца не удалось. Морилка въедается намертво, черные ободки под ногтями ничем не выведешь. Я подошел к группе выпускников, где стоял Андрей с друзьями. «Андрей, сынок!» — окликнул я его, расплываясь в улыбке. Он обернулся, и в его глазах я увидел не радость. Я увидел стыд. Он быстро глянул на своих друзей, сыновей местных чиновников и бизнесменов, потом на меня, на мои грубые руки, на мое простое лицо, обветренное на стройках. «Пап, ты чего пришел?» — процедил он сквозь зубы, отходя в сторону, чтобы нас не слышали. «Я же сказал, мы потом с классом в ресторан едем. Тебе там неуютно будет». «Да я просто поздравить», — растерялся я, протягивая конверт с деньгами. Суммой, ради которой я работал 2 недели без выходных. «Вот, на костюм тебе, на гулянку». Он выхватил конверт, сунул в карман, даже не сказав спасибо. «Ладно, пап, иди. Мне некогда». Я стоял в школьном дворе, глядя ему в спину. Играла музыка. Девочки в белых платьях кружились в вальсе, а я чувствовал, как внутри меня разрастается холодная пустота. Я сказал себе тогда: он молодой, глупый, стесняется, это пройдет. Главное, что он выучится. Главное, что он не будет горбатиться, как я. Как же я ошибался. Это было не подростковое стеснение, это было начало конца. Мы сами вырастили этих монстров, Люся. Мы поливали их своей любовью, удобряли своими деньгами, укрывали от жизненных бурь своими телами. А выросли чертополохи. Андрей поступил в университет на экономический. Платно, конечно. Бюджетных мест было мало, да и знаниями он не блистал. Я платил. Каждый семестр я отстегивал сумму, на которую можно было купить подержанную машину. Таня пошла на дизайн интерьеров, творческая натура, как говорила Люда, тоже платно. Я работал как проклятый. Но в отличие от 90-х я начал смотреть шире. Я видел, как меняется город, как растут новые районы, как люди скупают землю. И я начал делать то, о чем никому не говорил. Даже люди. У меня появилась привычка. Каждую свободную копейку, которая оставалась после оплаты учебы детей и домашних расходов, я не клал под матрас. Я не нес в банк, который уже однажды нас ограбил. Я покупал землю. Это были странные, никому не нужные куски. Заброшенные паи колхозников в 20 километрах от города. Участки на болоте, где квакали лягушки. Земля вдоль трассы, где кроме бурьяна ничего не росло. «Ты дурак, Петрович», — говорили мне мужики в цеху. «Зачем тебе эти пустыри? Налог только платить. Лучше бы джип купил». Я молчал и хитро щурился в усы. Я умел работать с деревом. Я знал, чтобы из корявого полена получилась изящная ножка для стола, нужно время и терпение. С землей также. Город рос. Город задыхался в своих границах. Я знал, что рано или поздно этот бетонный спрут потянет свои щупальца туда, где сейчас мои лягушки квакают. Прошли годы. Дети выросли. Андрей женился на Светлане, девушке с холодными рыбьими глазами и запросами английской королевы. Таня вышла замуж за Игоря, вечного стартапера, который прогорал раз в полгода, но всегда ездил на кредитном БМВ. Они почти перестали приезжать к нам в дом, только когда нужны были деньги.
Пап, нам на ипотеку не хватает первого взноса. Пап, мы машину меняем, надо добавить. Пап, у внучки день рождения. Нужен хороший подарок, а не твои поделки. Я давал. Я всегда давал. Я думал, что покупаю их любовь, их внимание. Я думал, что помогаю им встать на ноги. А на самом деле я копал яму себе и им. Вчера, сидя в кабинете у Аркадия Андреевича, моего старого знакомого и лучшего адвоката в городе, я наконец-то посмотрел правде в глаза. «Виктор Петрович», — сказал Аркадий, протирая очки замшевой тряпочкой, — «вы уверены? Пути назад не будет. Это война». «Я знаю, Аркаша», — ответил я, подписывая документы на открытие трастового фонда. «Но лучше война, чем это гнилое болото, в котором мы все тонем». И вот теперь они стоят передо мной. Мои дети, моя кровь. Кричат, требуют, ненавидят. Андрей уже красный, как рак, расстегивает воротник рубашки. Светлана, моя невестка, стоит в дверях, брезгливо поджав губы, и смотрит на старый ковер так, словно он заражен чумой. «Папа!» Таня падает на колени перед моим креслом, хватает меня за руку. Ее ладони влажные и липкие. «Папочка, скажи, что это шутка. У нас долги. У Игоря бизнес прогорел, коллекторы звонят. Если мы не заплатим в этом месяце, у нас отберут квартиру. Ты не мог так поступить с нами. Ты же нас любишь». Я смотрю на нее сверху вниз. На ее крашеные волосы, на ее искусственные ногти, которые впиваются мне в кожу. Люблю ли я их? Да, больше жизни. Именно поэтому я должен сделать им больно. Так больно, чтобы они, наконец, проснулись. «Встань, Татьяна», — говорю я сухо, отнимая руку. «Не пачкай колени. Пол не мыт». Андрей замирает. В его глазах мелькает понимание. Он видит диктофон, лежащий на столе рядом с сахарницей. Маленький черный прибор, на котором горит красная лампочка. «Что это?» — сипит он. «Это, сынок, ваша биография», — отвечаю я. «Запись с дня рождения Вари, 3 месяца назад. Помнишь? Или напомнить?» Я нажимаю кнопку, и в тишине комнаты раздается голос Светланы, записанный 3 месяца назад. Голос, полный яда и презрения. «Да выкинь ты этот хлам на помойку! Где совсем рехнулся, притащил эту рухлядь, стыдобища! Сказал бы лучше, что денег нет нормальный айпад купить, нищеброд старый. Ждем не дождемся, когда он уже освободит жилплощадь». Светлана в дверях бледнеет так, что становится похоже на мел. Таня закрывает рот руками, Андрей оседает на стул, будто у него перерезали сухожилия. «Вот видите», — говорю я, выключая запись, «нищеброд старый вас услышал и решил соответствовать. Я делаю глоток чая. Он уже остыл, но мне все равно. Внутри меня горит огонь, который не потушить ни чаем, ни слезами. «Садитесь», — приказываю я голосом, которым 40 лет назад гонял пьяных грузчиков в цеху. «Разговор будет долгим, и вам он очень не понравится». В комнате повисла тишина, тяжелая, как могильная плита. Андрей сидел, обхватив голову руками. Светлана застыла в дверях соляным столпом, а Таня тихо всхлипывала на ковре, размазывая тушь. Они ждали приговора. Но прежде чем вынести его, я должен был вспомнить, как мы дошли до такой жизни. Почему любовь, которую мы с Люсей вливали в них ведрами, превратилась в этот ядовитый уксус? Я закрыл глаза и позволил памяти унести меня прочь из этой душной гостиной. 1998 год. Август. В стране дефолт, люди теряют все за одну ночь, по телевизору крутят «Лебединое озеро» и тревожные новости. А у нас в мастерской пахнет свежей стружкой и надеждой.
Я только что закончил свой первый крупный заказ — дубовую лестницу для загородного дома местного авторитета, который решил легализоваться и стать депутатом. Люся сидела на верстаке, болтая ногами, как девчонка. На ней было старенькое ситцевое платье в цветочек, застиранное до белизны, и штопанная на локтях кофточка. Мы пили чай из термоса и ели бутерброды с самой дешевой вареной колбасой, которую в народе звали туалетной бумагой. «Витя», — сказала она тогда, глядя на пачку долларов, которую я выложил перед ней, это же целое состояние. Может, машину поменяем? Твоя четверка скоро развалится на ходу. Дно прогнило, ноги асфальт видят». «Нет, Люсенька», — покачал я головой, пряча деньги в жестяную банку из-под Монпансье. «Машина подождет. Андрюше 13. Через 4 года институт, а там и Танюшка подтянется. Образование — это их путевка в жизнь. Я не хочу, чтобы они, как я, глотали пыль и дышали лаком. Пусть будут людьми. Пусть будут людьми». Эта фраза стала нашим семейным девизом, нашим проклятием. Мы жили в режиме строжайшей экономии, граничащей с аскетизмом. Пока наши соседи покупали видеомагнитофоны и первые микроволновки, мы откладывали. Каждая копейка шла в фонд будущего. Я ходил в одной и той же зимней куртке 7 лет. Молния на ней сломалась на 3-й год, и Люся вшила новую, но кривовато, и куртка топорщилась на животе. Мне было плевать. Главное, что у Андрея были лучшие кроссовки «Адидас», чтобы пацаны во дворе не смеялись. Главное, что у Тани были куклы Барби, настоящие, не китайские подделки с гнущимися ногами. Я помню, как Андрей пришел домой из школы с фингалом под глазом. Ему было 14. «Что случилось, сынок?» — кинулся я к нему. Он оттолкнул мою руку. Пацаны засмеяли. Сказали, что я лох, потому что у меня нет пейджера. У всех есть, даже у Сидорова, у которого отец алкаш. А ты жмешься. Ты же зарабатываешь, я вижу, сколько заказов. Почему мы живем как нищие?» Его слова хлестнули меня больнее любой пощечины. Я хотел объяснить ему про инфляцию, про нестабильность, про то, что пейджер — это игрушка на месяц, а образование — на всю жизнь. Но я промолчал. На следующий день я купил ему этот чертов пейджер. Самый дорогой, чтобы он чувствовал себя королем. Мы с Люсей отказали себе во всем. Отпуск только на даче, кверху воронкой на грядках. Ресторан только на свадьбу родственников, и то конверт с деньгами, а сами дома поедим. Новая мебель — сапожник без сапог. В нашей квартире стояли разномастные стулья, которые я собирал из остатков заказов. Когда Андрей поступил на экономический, я был на 7-м небе от счастья. Я стоял перед корпусом университета, смотрел на сына в новом костюме, купленном в дорогом универмаге, и слезы наворачивались на глаза. «Ну все, отец, не позорь», — шикнул он на меня, когда я попытался его обнять. «Тут люди смотрят. Иди к машине, я сам». Я пошел к своей ржавой четверке, припаркованной за углом, чтобы не портить вид перед парадным входом. Я сел за руль и улыбался, как дурак. Мой сын — студент. Мой сын будет экономистом. Он будет сидеть в чистом кабинете, управлять финансовыми потоками, его будут уважать. Но университет стал началом конца. Андрей быстро влился в компанию золотой молодежи. Дети чиновников, нефтяников, бандитов. Он тянулся за ними изо всех сил, а мы с Люсей оплачивали этот марафон тщеславия. «Пап, мне нужна машина», — заявил он на 2-м курсе. «На автобусе ездить не солидно. Пацаны не поймут». «Сынок», — попытался возразить я, — «мы только за семестр заплатили. Откуда деньги?» «Ну, возьми заказ. Ты же мастер». В его голосе звучало нетерпение и раздражение. «Вон дядя Коля говорил, тебе коттедж предлагали обшивать. Соглашайся». И я соглашался. Я работал по 20 часов. У меня начали болеть суставы.
Спина ныла так, что по утрам я не мог разогнуться без стона. Люся мазала мне поясницу пчелиным ядом и плакала. «Витя, ты себя загонишь. Нельзя так. Пусть Андрей сам попробует подработать. Он же взрослый парень». «Нет, Люся», — хрипел я, натягивая штаны. «Пусть учится. Ему нельзя отвлекаться. Я выдержу. Я двужильный». Мы купили ему подержанную «Тойоту». Он разбил ее через месяц. Въехал в столб, катая девочек. Слава богу, сам цел остался. Ремонт обошелся в половину стоимости машины. Я заплатил. Без слова упрека. «Дело молодое», — успокаивал я себя. А потом подросла Таня, папина принцесса. Она была ласковой, когда ей что-то было нужно. Она садилась мне на колени, обвивала шею руками и шептала: «Папулечка, ты же у меня самый лучший. Мне так нужны эти курсы по макияжу. Все девочки идут, это престижно». И я таял. Я не мог отказать ей. Я видел в ней Люсю в молодости, только более ухоженную, более уверенную в себе. Я оплачивал курсы, шмотки, поездки с подругами в Питер на выходные. Я создал монстров. Я собственноручно выкормил 2 паразитов, которые привыкли, что папа — это банкомат с функцией «дай». Папа — это ресурс. Папа — это не человек с чувствами и усталостью, а функция. Самое страшное случилось, когда Люся заболела. Это был 2018 год. Рак. Подкрался незаметно, как вор в ночи. Когда мы спохватились, была уже 3-я стадия. Нужны были лекарства, дорогие, импортные. Нужен был уход. Я собрал детей на семейный совет. Впервые за много лет я попросил у них помощи. Не денег. Я знал, что у них их вечно нет, несмотря на дорогие машины и айфоны. Я попросил времени. «Андрюша, Таня», — сказал я, глядя на их скучающие лица. «Маме плохо. Мне нужно работать, чтобы оплачивать химиотерапию. Я не могу быть с ней круглосуточно. Нам нужно составить график дежурств. Кто сможет посидеть с мамой во вторник?» Андрей поморщился, глядя в телефон. «Пап, ну ты же знаешь. У меня отчетный период. Я на работе до ночи. Светка тоже занята. У нее йога и косметолог. Она не может отменить там запись за месяц». Я перевел взгляд на Таню. «Дочка?» Таня отвела глаза. «Пап, у Игоря сейчас сложный проект. Мы на нервах и вообще. Я не могу видеть маму такой. Мне плохо становится. У меня депрессия начинается, когда я в больнице бываю. Может, сиделку наймем? Ты же можешь оплатить?» Сиделку. Чужого человека, который будет держать за руку мою Люсю, пока ее дети берегут свои нервы. «Пошли вон», — сказал я тогда тихо. «Что?» — не понял Андрей. «Пошли вон отсюда!» — заорал я так, что они подскочили. «Чтобы духу вашего здесь не было! Я сам справлюсь!» И я справился. Я работал ночами, а днями сидел у кровати Люси. Я научился делать уколы, я менял ей белье. Я читал ей вслух Чехова, которого она так любила. Я кормил ее с ложечки, когда она уже не могла держать ложку сама. Они появлялись редко. Забегали на 5 минут, стояли в дверях в уличной обуви, брезгливо морщась от запаха лекарств. «Ну как она, держится? Ну ладно, нам пора, пробки». Люся все понимала. Она угасала на глазах, но разум ее оставался ясным до последнего вздоха. Однажды ночью, за неделю до конца, она взяла меня за руку. Ее пальцы были сухими и горячими, как пергамент. «Витя», — прошептала она, — «прости меня». «За что, родная?» Я глотал слезы, целуя ее руку. «Мы их испортили. Мы их перелюбили. Они не злые, Витя. Они просто пустые. Как красивые шкатулки, в которых ничего нет.
Обещай мне. Что обещать? Не давай им все просто так. Научи их жить. Иначе они пропадут, когда тебя не станет. Она умерла на рассвете, когда за окном запели первые птицы. Я закрыл ей глаза, умыл лицо, надел на нее ее любимое платье и только потом позвонил детям. Похороны были пышными. Андрей настоял. Нужно, чтобы все было достойно, люди же придут. Они заказали самый дорогой гроб, самый дорогой ресторан для поминок. Платил, естественно, я. Они стояли у гроба в черных очках, принимали соболезнования, картинно вытирали сухие глаза платочками. А я стоял в стороне, словно оглушенный. Я не плакал. Слезы кончились. Я смотрел на них и видел не скорбящих детей, а актеров в плохом театре. И вот тогда на поминках, когда водка развязала языки, я услышал то, что окончательно убило во мне отца и разбудило судью. Я вышел на балкон ресторана покурить. Дверь была приоткрыта. В зале за углом стояли Светлана и Таня. Они не видели меня. «Ну что, отмучилась свекровь?» — говорила Светлана, затягиваясь тонкой сигаретой. «Жалко, конечно, но хоть место освободилось». «О чем ты?» — спросила Таня. «О квартире, дурочка, и о доме. Дед теперь один останется. Зачем ему такие хоромы? Дом большой, участок. Продать можно за хорошие деньги. А его в однушку или в пансионат, сейчас есть приличные для стариков. Ему там веселее будет, ровесники, домино. А деньги нам поделить. У нас ипотека горит, да и ты говорила. Игорь твой опять в долги влез». «Ну, не знаю», — протянула Таня. «Папа не согласится. Он этот дом своими руками строил». «Согласится, куда он денется?» — фыркнула Светлана. «Мы на него надавим. Скажем, что у нас проблемы, что внукам нужно помогать. Он же мягкотелый, все отдаст ради будущего детей. Главное — правильно обработать». Я стоял за шторой, сжимая в руке незажженную сигарету так, что табак посыпался на пол. Мягкотелый, обработать, в пансионат. В тот момент я умер вместе с Люсей. И родился новый Виктор Петрович. Холодный, расчетливый, жестокий. Я вернулся в зал, сел за стол, налил себе полный стакан водки и выпил залпом, не закусывая. Андрей что-то говорил тост про лучшую маму на свете, но я его уже не слышал. Я смотрел на них и видел хищников, кружащих над моей еще не остывшей жизнью. И я решил, вы хотите войны, вы ее получите. Но это будет война не на ваших правилах. Прошло 3 года. 3 года я носил маску скорбящего, немного сдавшего старика. Я подыгрывал им. Я кивал, когда они намекали на продажу дома. Я давал им деньги, когда они просили. Но теперь я записывал каждую сумму в специальную тетрадь. Я наблюдал. Я ждал. И вот 3 месяца назад, на дне рождения моей внучки Вари, ловушка захлопнулась. Но прежде чем рассказать об этом, я должен объяснить вам, откуда у простого плотника взялись те самые 50 миллионов, о которых сейчас кричит мой сын. Эта история не про дерево. Это история про землю. И про то, как я переиграл всех умных экономистов в этом городе, имея за плечами только 8 классов и природное чутье. Я открыл глаза и вернулся в реальность. Андрей все еще сидел на стуле, бледный и потный. «Папа», — прохрипел он, — «о какой записи ты говорил? Что было на дне рождения Вари?» «А ты не помнишь, сынок?» Я усмехнулся, но улыбка вышла страшной, как оскал черепа. «Ты был слишком пьян, дорогим виски. А вот я помню все. Каждое слово, каждую ухмылку. Я потянулся к диктофону, но рука моя замерла. Нет, сначала я расскажу им про деньги. Пусть помучаются. Пусть поймут, какой куш они упустили из-за своей жадности и глупости. «Хотите знать, откуда деньги?» — спросил я тихо. Они закивали, как китайские болванчики.
Жадность пересилила страх. Тогда слушайте и запоминайте, потому что это единственный урок финансовой грамотности, который вам пригодится. «Вы когда-нибудь смотрели на карту нашего города, сынок?» — спросил я, глядя Андрею прямо в глаза. Не на экран навигатора в своем «Лексусе», чтобы объехать пробки, а на настоящую карту. Андрей молчал. Его кадык нервно дергался. Он все еще переваривал информацию о том, что его отец не просто пенсионер, а человек, способный ворочать миллионами. «Нет, конечно», — ответил я сам себе. «Вы привыкли жить в центре. Рестораны, офисы, фитнес-клубы. Для вас все, что за чертой окружной дороги, — это Мордор, грязь, деревня, Замкадье. А для меня это было Эльдорадо». Я встал и подошел к окну. За стеклом сгущались зимние сумерки. Фонарь освещал заснеженную яблоню, которую мы сажали с Люсей 30 лет назад. В начале 2000-х, когда вы просили деньги на пейджеры и дискотеки, я начал ездить по деревням. Помните деревню Грязевку? Ту, что в 20 километрах по трассе М7. Это где свалка была? Брезгливо сморщила нос Татьяна. Именно. Там, где была свалка и умирающий совхоз «Заря». Я закрыл глаза, и запах дорогого парфюма невестки сменился запахом прелой листвы, дешевого табака и сырости. 2003 год. Я стою в конторе председателя совхоза, мужика с красным и спитым лицом. На столе бутылка пшеничной и нарезанное сало. «Петрович, ты дурак?» — хрипел председатель. «Зачем тебе эти паи? Там же болото, камыши да утки. Не пахать, не сеять». «Продай, Михалыч», — спокойно говорил я, доставая из кармана куртки деньги. Деньги, которые я откладывал полгода, экономя на обедах и сигаретах. Людям зарплату выдашь, шифер на коровнике перекроешь. «Да забирай», — махнул он рукой. «Хоть все гектары, только чур переоформление за твой счет». Я скупал земельные паи у местных алкоголиков за ящик водки. Я покупал участки у старушек, которым нужны были деньги на дрова, за цену, равную стоимости 2 моих табуреток. Дед совсем свихнулся, шептались у меня за спиной в цеху. Землевладелец хренов, помещик. Но я видел то, чего не видели они. Я плотник. Я умею смотреть на корявое, сучковатое бревно и видеть в нем изящный стол. Я смотрел на карту и видел, как город задыхается. Ему некуда расти, кроме как на запад, туда, где были мои болота. «Вы смеялись надо мной», — продолжил я, повернувшись к детям. «Помнишь, Андрей, как ты приехал однажды ко мне в мастерскую с друзьями? Ты тогда сказал: «Батя у меня чудит, землю какую-то коллекционирует. Хобби у него такое старческое». И вы поржали. Андрей опустил голову. А в 2014 году утвердили новый генплан города. Мой голос стал жестче. И выяснилось, что новая федеральная трасса пройдет аккурат по краю моих болот. А там, где квакали лягушки, запроектировали логистический центр. Огромный хаб для торговых сетей. Я видел, как расширяются глаза Светланы. Она, видимо, начала подсчитывать в уме нули. Ко мне пришли люди в галстуках из Москвы. Они не смеялись. Они предложили цену, хорошую цену. Но я не продал. «Почему?» — выдохнул Игорь, муж Тани, который до этого сидел тише воды ниже травы. «Потому что дерево нужно высушить, Игорь. Если пустить в работу сырую доску, ее поведет». Я ждал. Я ждал 5 лет, пока вокруг моих земель не начали строить развязки. Земля дорожала не по дням, а по часам, и в прошлом году я продал все. 30 гектаров промназначения. В комнате повисла тишина. Такая звонкая, что мне казалось, я слышу, как в их головах щелкают калькуляторы. «Сколько?» — хрипло спросил Андрей. «Достаточно, чтобы купить твой банк, в котором ты работаешь,
менеджером среднего звена. И уволить тебя к чертовой матери, отрезал я. 50 миллионов рублей чистыми, после уплаты всех налогов. Плюс проценты за год. Таня всхлипнула. Но это были слезы не горя, а упущенной выгоды. «Папа, и ты молчал? Мы же семья. Мы могли бы вложить эти деньги. Игорь хотел открыть сеть кофеен. Мы могли бы жить как люди». «Как люди?» — переспросил я. «А сейчас вы кто?» Я подошел к старому бюро, открыл ящик и достал синюю папку. «Я молчал, потому что хотел сделать вам сюрприз. Я дома вот выйду на пенсию окончательно, соберу всех, раздам по чести. Куплю внукам квартиры, вам помогу с ипотеками. Но перед этим я решил проверить, а готовы ли вы к большим деньгам?» Я бросил папку на стол перед Андреем. Она скользнула по лакированной поверхности и ударилась о вазу с засохшими цветами. «Что это?» «Это отчет частного детектива, сынок. Я нанял его полгода назад. Знаешь, старая привычка плотника. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я хотел знать, чем живут мои дети. И что я увидел?» Андрей побледнел. Он не решался открыть папку. «Я открою за тебя», — сказал я безжалостно. «Андрей Викторович Авдеев, успешный менеджер. Ездит на «Лексусе», живет в таунхаусе в элитном поселке Зеленые холмы. Красивая картинка, а изнанка? «Лексус» в лизинге, оформлен на фирму друга, платежи просрочены на 2 месяца. Таунхаус в ипотеке на 25 лет, и банк уже прислал уведомление о реструктуризации долга. 3 кредитные карты выбраны под 0. Общий долг — 12 миллионов рублей. Светлана ахнула и закрыла рот рукой, глядя на мужа с ужасом. «Ты мне говорил, что у нас временные трудности, что бонус за квартал все покроет». «Какой бонус, Света?» — усмехнулся я. Его отдел провалил план. Его держат только потому, что увольняют по сокращению штатов через месяц, чтобы не платить компенсацию. Я перевел взгляд на дочь. Татьяна, дизайнер. У мужа бизнес. Импорт-экспорт. Звучит солидно. А на деле? Игорь, расскажи жене, куда делись деньги, которые вы взяли под залог ее машины. Игорь вжался в кресло, стараясь слиться с обивкой. «Он вложился в криптовалюту», — ответил я за него. «В какую-то пирамиду, и все сгорело. Ваш долг — 8 миллионов. Вы живете не просто в долг. Вы банкроты. Вы нищие в дорогих костюмах». Таня зарыдала в голос, закрывая лицо руками. «Папа, папочка, помоги. Нас же убьют. Там серьезные люди давали». «Помоги?» Я почувствовал, как внутри поднимается волна холодной ярости. Я хотел помочь. Я собирался погасить все ваши долги. Я хотел дать вам второй шанс. Я прошелся по комнате, шаркая домашними тапочками. Я смотрел на этот отчет и думал: ладно, они глупые, они жертвы рекламы. Они хотят казаться, а не быть. Но они мои дети. Я вытащу их из этой ямы. Я уже подготовил документы на перевод средств. Я собирался собрать вас и сказать: вот, берите, живите свободно, но с условием: больше никаких кредитов. Я остановился перед ними. Но потом случился день рождения Вари, 3 месяца назад. И я понял, что долги — это не самое страшное. Страшно то, что у вас вместо души — калькулятор, и тот сломанный. «Папа, при чем тут день рождения?» — взвизгнула Светлана, у которой от страха за будущее сорвало тормоза. «Но не понравился подарок, но с кем не бывает. Девочка хотела айфон, а ты притащил эту, мебель. Это же дети, они сейчас другие». «Мебель?» — переспросил я тихо. «Ты назвала это мебелью?» Я снова сел в кресло. Руки у меня дрожали, и я сжал их в кулаки, чтобы они не видели этой слабости. Теперь мы переходим к самому интересному. К тому дню, когда я окончательно решил, что вы не получите ни копейки. Память услужливо подбросила мне картинку того дня.
Ноябрь. Слякоть. Я вез подарок в прицепе своей старенькой Нивы, накрыв его брезентом так бережно, словно там была хрустальная ваза династии Мин. Секретер. Я делал его полгода. Я лично выбирал дерево. Старый ясень, который сушился у меня в сарае 10 лет. Японский ясень, с текстурой, похожей на застывшие волны. Я не использовал ни одного гвоздя. Все соединения — ласточкин хвост, идеально подогнанные вручную. Я полировал его пчелиным воском, смешанным с маслом и льна, пока дерево не начало светиться изнутри теплым, янтарным светом. Внутри было 12 потайных ящичков. Варя любила секреты. Я придумал хитрый механизм. Чтобы открыть центральный ящик, нужно было нажать на резную розочку сбоку. Это была не просто парта. Это была магия. Это была моя душа, воплощенная в дереве. Я приехал в тот ресторан, который вы сняли для праздника. Пафосное место с лепниной и официантами в белых перчатках. Меня пустили через черный ход, чтобы я своим видом не смущал гостей. «Грузчик», — бросил мне охранник. Я проглотил. Я затащил секретер в зал, где уже собирались гости. Варя, моя любимая внучка в пышном розовом платье, бегала среди шариков. «Дедушка!» — крикнула она и подбежала ко мне. Я снял покрывало. «С днем рождения, Варенька! Это тебе, чтобы ты писала свои сказки и хранила свои тайны». Она замерла. Я видел, как в ее глазах зажегся интерес. Она провела пальчиком по гладкой поверхности. «Ух ты! Гладкий какой! Нажми вот сюда», — шепнул я, показывая на розочку. Щелк! Открылся ящичек, в котором лежала шоколадка. Варя рассмеялась. Искренне, звонко. Но тут подошла ты, Светлана. Ты была в платье, которое стоило, наверное, как моя машина. Ты посмотрела на мой секретер так, будто я вывалил посреди зала кучу навоза. «Виктор Петрович», — сказала ты ледяным тоном, улыбаясь одними губами для вестей. «Что это за гроб?» «Это секретер, Света. Ручная работа. У нас дизайнерский ремонт», — прошипела ты, наклоняясь к моему уху. «Хай-тек. Стекло и бетон. Куда я поставлю это уродство? Это же совок, деревенщина». Ты обернулась к Варе. «Доченька, отойди от этой рухляди, занозу посадишь. Дедушка пошутил. Мы это потом, на дачу отвезем, в сарай». «Но, мамочка, он с секретиками», — попыталась возразить Варя. «Варя!» — твой голос стал стальным. «Иди к гостям. Там аниматоры приехали. А это...» — ты махнула рукой официантам. «Унесите это в подсобку. С глаз долой». Я стоял и смотрел, как два равнодушных парня утаскивают мой труд, мою любовь в темный коридор. Один из них задел углом косяк двери. По лаку прошла царапина. У меня сердце кровью облилось, словно это меня порезали. А потом я пошел в туалет умыться и услышал ваш разговор в курилке. Твой и Андрея. Я включил диктофон. Снова. Да сколько можно терпеть этого старого маразматика? Приперся в рабочей куртке, воняет стружкой. И подарок этот. Куда мне его деть? На дрова разве что. Позорит нас перед людьми. Вон, у Ленки отец генерал подарил ей пони. А наш — плотник, блин, нищеброд. Скорее бы он уже сдох, честное слово. Продадим его халупу, хоть долги закроем. Голос Андрея. Да ладно тебе, Свет. Потерпи, он не вечный. Сердце у него шалит. Думаю, годик-другой, и все будет наше. Щелк. Запись кончилась. Я посмотрел на сына. Он сидел, закрыв лицо руками. Плечи его тряслись. «Годик-другой, значит?» — спросил я. «Сердце шалит. А сердце у меня, Андрюша, крепкое, закаленное. А вот у вас совести нет. И мозгов, как выяснилось, тоже». Я встал во весь рост. В тот вечер я уехал из ресторана. Забрал секретера с подсобки. Сам.
Надорвал спину, но погрузил в прицеп. Сейчас он стоит у меня в спальне. И знаете что? Это самая дорогая вещь в мире, потому что она стоила мне семьи. «Папа, прости», — Таня бросилась мне в ноги. «Мы были пьяные, мы дураки, мы не хотели». «Поздно», — отрезал я. «Вчера я был в банке. Я снял все 50 миллионов и перевел их». «Куда?» — хором выдохнули они. Я улыбнулся. «В трастовый фонд под управление Аркадия Андреевича». «И мы их не получим?» — спросил Андрей с надеждой в голосе. «Вы? Нет. Вы не получите ни копейки. Ни сейчас, ни после моей смерти. Эти деньги пойдут на благотворительность, если не будет выполнено одно условие». «Какое?» — в их глазах загорелся алчный огонь. «О, вам оно не понравится. Очень не понравится. Но это ваш единственный шанс не сдохнуть в долговой яме». За окном окончательно стемнело. В свете фонаря снег падал крупными, ленивыми хлопьями, укрываемый старый сад белым саваном. В гостиной же воздух был наэлектризован так, что, казалось, чиркни спичкой и рванет. «Какое условие?» — повторил Андрей. Его голос дрожал, срываясь на фальцет. Он смотрел на меня, как утопающий на соломинку, но в его глазах все еще читался страх, смешанный с ненавистью. Он ненавидел меня за то, что я оказался умнее, за то, что я, старый пень, переиграл его, успешного менеджера. Я не спешил с ответом. Я наслаждался моментом. Впервые за много лет я был хозяином положения. Я подошел к серванту, достал бутылку домашней наливки и налил себе маленькую рюмку. Вишневая, густая, как кровь. «Условие простое», — сказал я, сделав маленький глоток. «Но сначала я хочу познакомить вас с человеком, который будет следить за его исполнением». В этот момент в прихожей раздался звонок. Резкий, требовательный. Светлана вздрогнула. Таня испуганно оглянулась на дверь. «Кто это?» «Полиция? Ты вызвал полицию?» — заистерила невестка. «Хуже», — усмехнулся я. «Юрист». Я пошел открывать. На пороге стоял Аркадий Андреевич, высокий, сухой старик, с безупречной осанкой и в старомодном, но идеально сшитом пальто. В руках он держал кожаный портфель, потертый, как и моя жизнь, но надежный. «Добрый вечер, Виктор Петрович», — кивнул он мне, снимая шляпу. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад. «Я не опоздал к развязке?» «Как раз вовремя, Аркаша. Проходи. Публика готова». Аркадий вошел в гостиную. Он окинул моих детей взглядом, в котором сквозило профессиональное равнодушие патолога-анатома. Он знал о них все. Я рассказывал ему. Он видел их долги, их кредитные истории, их грязное белье. Для него они были не людьми, а фигурантами дела. «Здравствуйте», — сухо сказал он, ставя портфель на стол. «Присаживайтесь. Разговор будет предметный». Андрей и Игорь поспешно освободили место на диване, словно школьники перед директором. Таня высморкалась в платок и села рядом с мужем. Светлана осталась стоять, скрестив руки на груди, всем своим видом показывая, что она выше этого цирка. Аркадий Андреевич достал из портфеля пухлую папку с документами, перевязанную красной лентой. «Итак», — начал он, надевая очки, — «согласно распоряжению моего клиента Виктора Петровича Авдеева был учрежден безотзывный трастовый фонд. Сумма активов фонда составляет 52 миллиона 340 тысяч рублей». Светлана шумно выдохнула. Сумма, озвученная официальным лицом, прозвучала еще весомее, чем из моих уст. «Бенефициарами фонда, — продолжил Аркадий, — то есть лицами, которые получат эти средства, являются...» Он сделал паузу, многозначительно глядя поверх очков. «Варвара Андреевна Авдеева и Павел Игоревич... Как ваша фамилия, молодой человек?» «Орда, Смирнов. Ваши внуки, Виктор Петрович». «Внуки?» —
взвизгнула Светлана. «Но они же дети! Варе 12, Пашке 10. Им нельзя давать такие деньги». «Верно», — кивнул адвокат. «Доступ к телу капитала они получат только по достижении 25 лет. И только при условии успешного окончания высшего учебного заведения. До этого момента деньги будут работать, инвестироваться в консервативные инструменты. К моменту их совершеннолетия сумма может удвоиться». «А мы?» — прошептал Андрей. «А как же мы? У нас долги сейчас, нас выселят». «А вы, господа», — Аркадий Андреевич позволил себе тонкую, едва заметную улыбку, «не получаете ничего напрямую». В комнате повисла тишина. «Но», — вмешался я, — «есть нюанс. Фонд имеет право погасить ваши текущие задолженности единоразово, чтобы вы не остались на улице. Но только в том случае, если будет выполнено условие труда». «Что за условия?» Игорь подался вперед. «Мы согласны. На что угодно. Работать надо. Я могу вам сайт сделать для мастерской. Или рекламу настроить». «Сайт мне не нужен», — отрезал я. «И реклама твоя тоже. Мне нужно другое». Я посмотрел на них всех по очереди. «Условие касается не вас. Точнее, не только вас. Оно касается внуков, Вари и Пашки». «Детей не трогай», — взвилась Светлана. «Я не позволю втягивать их в твои маразматические игры». «Тогда собирай вещи, Света», — спокойно ответил я. «Приставы придут через неделю. Я видел документы. Твой таунхаус уйдет с молотка за копейки. Ты готова переехать в Хрущевку к своей маме в Биберево?» Светлана осеклась. Она побледнела, представив эту перспективу. «Что нужно делать?» — спросила она тихо. «Каждую субботу, — начал я, чеканя каждое слово, — ровно в 9:00 утра Варя и Паша должны быть у меня в мастерской. Без опозданий, без «заболел», «у нас кружок», «мы уехали на море», каждую субботу, в течение 1 года. «И что они будут делать?» — спросила Таня. «Чай с тобой пить?» «Нет, они будут работать. Учиться ремеслу. Я научу их держать в руках рубанок, стамеску, ножовку. Я научу их отличать дуб от сосны, а ясень от бука. Они будут шлифовать, пилить, лакировать. Они узнают, что такое труд. Настоящий физический труд, от которого болят руки и ноет спина». «Ты с ума сошел!» — закричал Андрей. «Ты хочешь сделать из них чернорабочих? Варя — девочка. У нее музыкальная школа, балет. Пашка ходит на робототехнику. Им некогда возиться в твоих опилках». «Робототехнику можно перенести», — пожал я плечами. «А балет? Варя все равно его ненавидит, я же вижу. Ты сам ее туда запихнул, чтобы перед друзьями хвастаться». «Это эксплуатация детского труда», — попыталась зайти с козырей Светлана. «Я в опеку заявлю». «Заявляй», — кивнул Аркадий Андреевич. «Только учти, что Виктор Петрович — их родной дедушка. И речь идет о семейном обучении ремеслу. Никакого криминала. А вот твои долги и отсутствие дохода опеку очень заинтересуют». Светлана злобно сверкнула глазами, но замолчала. Крыть было нечем. «Зачем тебе это, папа?» — спросила Таня, и в ее голосе прозвучала нотка искреннего непонимания. «Зачем мучить детей? Ты же нас любишь. Ну, внуков любишь. Зачем?» Я вздохнул. Как объяснить слепому, что такое рассвет? Как объяснить людям, которые всю жизнь гонялись за фантиками, что такое суть вещей? «Потому что я не хочу, чтобы они выросли такими, как вы», — сказал я прямо. «Вы — пустышки. Красивые, надутые пустышки. Вы не умеете ничего создавать. Вы умеете только потреблять. Вы стыдитесь труда. Вы думаете, что булки растут на деревьях, а деньги в банкоматах». Я встал и подошел к камину, где на полке стояла фотография маленького Андрея с игрушечным молотком. Я виноват в этом. Мы с матерью виноваты. Мы оберегали вас от всего.
Не трогай, тяжело. Не пачкайся, грязно. Учись, сынок, чтобы руками не работать. Мы вырастили инвалидов, душевных инвалидов. Я повернулся к ним. Варя и Паша — мое последнее наследие. Деньги — это пыль. Сегодня они есть, завтра дефолт, послезавтра война. А руки и голова всегда прокормят. Мастерство никто не отнимет. Я хочу передать им то, что знаю сам. Я хочу, чтобы они почувствовали гордость от того, что сделали вещь. Сами, с нуля. Не купили, не скачали, а сделали. «И если они выдержат год?» — спросил Андрей. «Если они выдержат год, если они не пропустят ни одной субботы, если они к концу года сделают по одному изделию сами, от чертежа до лака, тогда фонд закроет ваши долги полностью, и вы будете свободны». «А если нет?» — спросил Игорь. «А если нет, вы вылетаете в трубу, а деньги фонда пойдут на строительство детского хосписа». Аркадий Андреевич уже подготовил документы. В комнате снова стало тихо. Слышно было только, как воет ветер в печной трубе. Они переглядывались. Я видел, как в их головах идет борьба. Гордость, лень, презрение к грязной работе боролись с животным страхом нищеты. «Год», — прошептала Светлана, — «целый год. Это 52 субботы. Мы не сможем никуда уехать на выходные». «Бедняжка», — съязвил я, — «придется пожертвовать Куршевелем ради спасения своей шкуры». «Мы согласны», — глухо сказал Андрей. Он не смотрел на меня. Он смотрел в пол. «У нас нет выбора». «Выбор есть всегда», — возразил я. «Вы могли бы плюнуть мне в лицо, отказаться от денег и пойти работать в такси или на кассу в пятерочку. Сами разгребать свое дерьмо. Вот это был бы поступок. Это я бы зауважал». Андрей поднял на меня глаза, полные ненависти. «Не учи меня жить, отец. Ты нас подловил. Ты выиграл. Доволен?» «Нет», — честно сказал я. «Недоволен. Мне горько. Но я делаю это ради Вари и Пашки». Аркадий Андреевич открыл папку и достал 4 экземпляра договора. «Прошу ознакомиться и подписать. Здесь прописаны все условия. График посещений, форс-мажорные обстоятельства. Только справка из государственной больницы о госпитализации. Критерии оценки итоговой работы». «Критерии?» — насторожилась Таня. «Да, изделие должно быть качественным. Не поделка из шишек, а мебель. Табурет, полка, шкатулка. То, чем можно пользоваться. «Принимать работу буду я», — сказал я, — «и я буду строг». Как мой мастер был строг ко мне 40 лет назад. Они подписывали молча. Скрип ручек по бумаге казался мне звуком забиваемых гвоздей в крышку гроба их прежней беззаботной жизни. Светлана подписывала с таким лицом, будто подписывала сделку с дьяволом. Андрей сломал ручку, чертыхнулся, взял у адвоката другую. Когда последняя подпись была поставлена, Аркадий Андреевич убрал бумаги в портфель. «Первая суббота послезавтра», — напомнил он, — «в 9:00. Форма одежды рабочая. Никаких брендовых джинсов, которые жалко испачкать. Сменная обувь». «Мы поняли», — буркнул Андрей. «Пошли отсюда». Они уходили быстро, не прощаясь, словно из зачумленного дома. Словно боялись, что я передумаю или выкину еще какой-нибудь фокус. Дверь захлопнулась, и я остался в тишине. Аркадий Андреевич подошел к столу, налил себе немного наливки. «Жестко ты с ними, Витя». «А как иначе, Аркаша? Гниль нужно выжигать каленым железом. Думаешь, выдержит? Дети? Не знаю. Внуки? На них вся надежда. Варя, она смышленная. У нее глаза живые. А Пашка,
Пашка избалован, но в нем есть упрямство. Если направить его в нужное русло... Я подошел к окну. Машины детей выезжали из ворот. Красные огни габаритов растворялись в снежной пелене. Я боюсь, Аркадий. Чего? Что они сломаются? Нет. Я боюсь, что они возненавидят меня еще больше и настроят детей против меня. Что я буду учить их ремеслу, а они будут шептать им на ухо: «Дед тиран, дед самодур, терпите ради денег». «Скорее всего, так и будет», — честно сказал адвокат. «Вначале. А потом дерево лечит, Витя. Ты же знаешь. Дерево не врет. Когда у тебя в руках рождается что-то настоящее, вся эта шелуха отлетает». «Надеюсь», — вздохнул я. «Ладно, пора спать. Послезавтра у меня первый урок. Надо верстаки подготовить, инструмент заточить». «Удачи, мастер», — Аркадий пожал мне руку. Крепко, по-мужски. «Ты затеял великое дело. Построить душу сложнее, чем дом». Он ушел. Я остался один. Я прошел в свою спальню, где в углу стоял тот самый секретер. Я провел рукой по его прохладной крышке. «Ну что, Люсенька», — прошептал я в пустоту. Началось. «Помоги мне там, сверху, дай мне сил не сорваться, не пожалеть их, не отступить. Ради их же блага». Я лег в кровать, но сон не шел. Я ворочался, представляя, как Варя берет в руки стамеску, как Пашка первый раз ударит себя молотком по пальцу, как они будут ныть и проситься домой. Это будет долгий год, самый долгий в моей жизни. А в субботу утром началась война. Не финансовая, педагогическая. И первым боем стал запах. Суббота наступила свинцовым рассветом. Небо было низким, серым, обещающим метель. В 8 утра я уже был в мастерской. Это мое святилище. Место, где время течет иначе. Здесь пахнет так, как, наверное, пахло в ковчеге Ноя. Свежей древесиной, смолой, олифой и, немного, железной стружкой от токарного станка. Я специально пришел пораньше, чтобы подготовить плацдарм. Я достал из дальнего угла 2 старых, но крепких ученических верстака, которые когда-то сколотил для Андрея, но которые так и простояли без дела. Смахнул с них пыль. Разложил инструмент. Ручные рубанки, стамески, молотки, ножовки. Никакой электроники. Никаких шуруповертов и лобзиков. Только хардкор, как говорит нынешняя молодежь. Чтобы почувствовать дерево, нужно вспотеть. В 9:00 я открыл ворота гаража. Ровно в 9:02, опоздание на 2 минуты, отметил я про себя, к воротам подкатил черный джип Андрея. Дверь открылась, и из теплого салона в морозное утро вывалились мои ученики. Варя была одета, ну, скажем так, Светлана постаралась. На девочке был розовый плюшевый комбинезон, похожий на костюм гигантского зайца, и угги со стразами. Пашка был в фирменных спортивных штанах Nike и куртке-бомбере, которая стоила, наверное, как мой токарный станок. «Ну, идите», — буркнул Андрей из машины, не глуша двигатель. «Вечером заберу». «И слушайтесь деда». Он даже не вышел поздороваться. Стекло поднялось, джип развернулся, обдав меня выхлопными газами, и уехал. Детей выбросили, как ненужных щенков. Варя и Паша стояли посреди двора, ежась от холода и страха. Они смотрели на меня так, будто я был Карабасом-Барабасом с плёпкой. «Доброе утро, гвардия», — сказал я бодро, стараясь скрыть волнение. «Добро пожаловать на борт. Заходите, замерзнете». Они несмело перешагнули порог мастерской. «Фу, чем тут воняет?» Тут же скривил нос Пашка, зажимая нос рукавом. «Химией какой-то». «Это не химия, Павел», — назидательно сказал я, запирая дверь. «Это запах труда. Запах лака, растворителя и мужского пота. Привыкай. В офисах пахнет кондиционером и интридами, а здесь пахнет делом». «Дедушка», — пискнула Варя, озираясь по сторонам с ужасом, — «а здесь Wi-Fi есть?»
Я рассмеялся. Гулко, раскатисто. Wi-Fi? Нет, милая. Здесь есть связь только с космосом. Через дерево. Сдавайте телефоны. Что? Хором взвыли они. В договоре написано: никаких гаджетов во время работы. Складывайте сюда, в коробку. Паша попытался спрятать айфон в карман. «Не советую», — предупредил я. «Если увижу, минус недели из зачета. А вам нужно набрать 52 недели. Хотите продлить каторгу?» Он с ненавистью посмотрел на меня, но телефон положил. Варя тоже, всхлипнув, рассталась со своим смартфоном в розовом чехле. «Итак», — я хлопнул в ладоши, — «первое правило техники безопасности — не совать пальцы туда, куда не суешь голову. Второе. Инструмент — это продолжение руки, а не игрушка. Уронил стамеску — упал, отжался 10 раз. Третье. Слушаться меня беспрекословно. Я здесь царь, бог и воинский начальник». «А мы что, рабы?» — дерзко спросил Паша, глядя из-под лобья. В этом взгляде я узнал Андрея. Тоже высокомерие, та же уверенность в своей исключительности. «Нет, Паша, вы подмастерье. Рабы работают за еду, а вы работаете за будущее своей семьи. Чувствуешь разницу?» Я выдал им фартуки, грубые, брезентовые, пахнущие машинным маслом. Варя надела его с таким видом, будто это была верида. «Сегодня у нас вводный курс. Знакомство с материалом. Видите эту гору досок в углу?» Они посмотрели на штабель необрезной доски, горбыль, который я привез с пилорама на растопку, но который отлично подходил для черновой работы. Это сосна. Она мягкая, податливая, но смолистая. Ваша задача на сегодня — взять по доске, очистить ее от коры скобелем и остругать рубанком до гладкости, чтобы ни одной занозы, чтобы рука скользила как по шелку. «И все?» — фыркнул Паша. Легкотня». «Легкотня?» — я усмехнулся. «Ну-ну, приступайте». Инструмент на верстаках. Первые 15 минут прошли под знаком энтузиазма неофитов. Пашка схватил рубанок и начал яростно шкрябать им по доске, даже не настроив нож. Стружка летела клочьями, рубанок вгрызался в дерево, оставляя глубокие задиры. Варя взяла скобель 2 пальчиками, брезгливо морщась, и пыталась ковырять кору, как будто чистила вареное яйцо. «Стоп!» — скомандовал я. «Павел, ты не капусту рубишь. Ты дерево гладишь, смотри». Я подошел к его верстаку, взял рубанок, подкрутил регулировочный винт, выставив лезвие на полмиллиметра. Рубанок надо вести плавно, всем телом, а не одними руками. Нажимай пяткой, а не носком. Слушай звук. Я провел рубанком по доске. Шух. Длинная золотистая лента стружки, закрученная в спираль, вылетела из литка и упала на пол. Поверхность доски засияла, обнажив текстуру. Запахло свежей смолой так сильно, что закружилась голова. «Видишь?» — спросил я. «Дерево тебе поет, а у тебя оно орало от боли. Пробуй». Паша попробовал. Рубанок застрял на сучке. Он дернул, рубанок соскочил, и Пашка ударился костяшками пальцев о край верстака. «Ауч! Блин! Больно!» Он бросил инструмент. «Дурацкий рубанок! Тупой!» «Рубанок острый», — спокойно сказал я. «Руки пока тупые. Подними». «Упал? Отжался?» «Шучу. Пока прощаю. Терпи. Мозоли будут. Без них мастером не станешь». Через час энтузиазм испарился. Началась мука. Варя тихо плакала, размазывая смолу по лицу. Ее розовый маникюр был безнадежно испорчен. «Дедушка, у меня ручки болят», — ныла она. «Я больше не могу. Это тяжело. Это для мужиков работа». Женщины в войну шпалы укладывали, Варя. «А ты досочку пошкрябать не можешь?» Я был неумолим. «Представь, что это не кора, а, ну не знаю,
Лишний жир на талии, который ты так боишься набрать. Счищай его!» «Дед, ты садист!» — крикнул Паша. Он был весь красный, потный, волосы прилипли к лбу. «Я устал! Я хочу пить! Я хочу в туалет! Я хочу домой!» «Туалет на улице, за сараем. Вода в ведре, ковшик рядом. Домой в 6 вечера. Работай!» К обеду они возненавидели меня так, как, наверное, узники концлагеря ненавидели надзирателей. Они смотрели на меня волчатами. Но они работали. Страх перед родителями, которые, видимо, провели с ними жесткую беседу накануне. «Если не будете слушаться деда, мы станем нищими, и ты не получишь новый PlayStation», гнал их вперед. В 1 дня я объявил перерыв. «Обед!» — скомандовал я. Я достал из сумки термос с борщом, который сварил с вечера, хлеб, сало и лук. «Фу, лук!» — скривилась Варя. «Я не буду это есть. У нас дома суши заказывают. Или пиццу». «Суши нет. Есть борщ. Настоящий, на мозговой косточке. Не хочешь? Сиди голодная. Голод — лучший повар». Через 10 минут они уплетали борщ за обе щеки, заедая черным хлебом с чесноком. «Вкусно?» — спросил я, подливая им чаю на травах. «Нормально», — буркнул Паша с набитым ртом. «Только горячий очень». После обеда работа пошла чуть веселее. Тело, получив калории, смирилось с нагрузкой. Я ходил между ними, поправлял, подсказывал. «Варя, не дави так. Скобель сам должен идти под кору. Вот так, молодец. Видишь, какой жучок там жил? Это короед, враг нашего брата». Варя с интересом посмотрела на личинку. «Фу, гадость. Но узор красивый прогрыз, как лабиринт». «Вот», — обрадовался я, — «ты заметила? Природа — лучший художник. Мы, столяры, только подчеркиваем ее красоту. Мы — соавторы Бога». К 4 часам Пашка, наконец, смог выстругать более-менее ровную плоскость. «Дед, смотри!» — крикнул он, забыв про обиду. «Получилось! Гладкое!» Он провел ладонью по доске. «Ну-ка». Я подошел, приложил угольник. Здесь завал, здесь яма. Но для первого раза сойдет. На 3 с минусом. «Чего?» — возмутился он. «Я старался». Старания мало, Павел. Нужен результат. Но потенциал есть. Рука у тебя крепкая. В 6 вечера приехал Андрей. Дети выползли из мастерской, похожие на шахтеров после смены. Грязные, в опилках, уставшие до смерти. «Ну как, живы?» — спросил сын, брезгливо оглядывая их. «Садитесь в машину, я пленку постелил, чтобы салон не загадили». «Пап, ты прикинь, я себе палец чуть не отрезал». Вдруг похвастался Паша, залезая в джип. «Но зато доска гладкая стала». Андрей удивленно посмотрел на него. «Ладно, герои, домой, отмываться». Я закрыл ворота. Я остался один в тишине мастерской. Спина гудела, ноги не держали. Быть учителем оказалось тяжелее, чем работать самому. Я подошел к верстаку Паши. Провел рукой по его доске. Да, кривовато, да, с задирами, но в ней была энергия. Энергия преодоления. Я улыбнулся. Первый раунд за мной. Они не сбежали. Они выжили. И Пашка. Пашка похвастался не айфоном, а доской. Это была маленькая, крошечная победа. Первая искорка в сырой куче дров. Но я знал, что дальше будет сложнее. Эйфория новизны, даже такой болезненной, пройдет. Начнется рутина. Мозоли заболят, и тогда начнется настоящий бунт. Следующая неделя прошла в тревожном ожидании. Дети не звонили. Наверное, зализывали раны и жаловались друзьям на деда-тирана. В следующую субботу они приехали уже без опозданий, но с лицами мучеников, идущих на плаху. «У меня мозоль лопнула», — пожаловалась Варя, показывая ладонь, заклеенную пластырем.
«Ничего, новая кожа нарастет, крепче будет», — успокоил я. «Сегодня учимся пилить. Ножовка — инструмент капризный. Если не уважать ее, она укусит». Уроки продолжались. Неделя за неделей. Зима сменилась весной. Сугробы осели, потемнели, потекли ручьи. В мастерской стало светлее и теплее. Я видел, как меняются мои внуки. Медленно, со скрипом, но меняются. Варя перестала брезгливо морщиться при виде опилок. Она научилась заплетать волосы в тугую косу и надевать бандану, чтобы стружка не сыпалась за шиворот. Она оказалась на удивление аккуратной. Там, где Пашка брал силой, она брала терпением. Ее шкатулка, мы начали делать простые шкатулки к 8 марта для мам, получалась идеальной. А Пашка... В Пашке проснулся азарт. Он соревновался сам с собой. «Дед, почему у меня шип в паз не лезет?» — психовал он, швыряя заготовку. «Потому что ты спешишь», — спокойно отвечал я. «Ты разметил карандашом?» «Разметил». «А пилил как? По линии или рядом?» «Надо пилить в пол линии. Оставлять запас на шлифовку». «Да ну нафиг!» — орал он. «Не буду переделывать, и так сойдет. Клеем залью, опилками засыплю, никто не увидит». И тут я взрывался. «Вон!» — орал я в ответ. «Пошел вон из моей мастерской. Халтурщиков я не держу. Мне плевать, увидит кто-то или нет. Ты будешь знать, я буду знать. Совесть твою не обманешь клеем». Пашка выбегал во двор, пинал снег, матерился. Я делал вид, что не слышу. Но через 10 минут возвращался. Молча брал новую доску, молча начинал размечать заново. И когда у него, наконец, получалось, когда крышка шкатулки закрывалась с мягким, плотным звуком «чпок», без единой щели, его глаза сияли ярче, чем экран его айфона. «Дед, смотри! Идеально!» «Вот теперь мастер», — кивал я скупой на похвалу. «Теперь годится». Но главной проблемой были не внуки. Главной проблемой были их родители. Они вели подрывную деятельность в тылу. Однажды в апреле, когда мы пили чай, уже с пирожками, которые Варя начала привозить с собой. Мама купила, но я выбрала с капустой, как ты любишь. Варя спросила: «Дедушка, а правда, что ты у нас деньги украл?» Я поперхнулся чаем. «Кто тебе такое сказал?» «Мама. Она вчера с папой ругалась. Кричала, что ты сидишь на миллионах, как Кощей, а нам на море не на что поехать. Что это наши деньги по наследству, а ты их присвоил и издеваешься над нами». У меня сжалось сердце. Вот оно. Яд капает в уши. «Варя, послушай меня». Я взял ее за руку. Ее ладошка стала жесткой, шершавой от работы, но для меня это была самая родная рука. Деньги ничьи, пока они не заработаны. Я их заработал, и я хочу, чтобы вы тоже научились зарабатывать. Не деньгами, а руками, уважением. Понимаешь? «Не очень», — честно сказала она. «Но мне нравится здесь. Тут тихо и пахнет вкусно. И ты не такой, как мама говорит. Ты не злой. Ты просто твердый, как дуб». Твердый, как дуб. Это был лучший комплимент в моей жизни. Но буря приближалась. Андрей и Светлана не могли смириться с тем, что теряют контроль над детьми. И они решили нанести удар. Подлый, низкий удар. Лето в том году выдалось жарким, душным, звенящим от комаров и запаха плавящегося асфальта. Но в моей мастерской, укрытой тенью старых лип, царила благословенная прохлада. Шел 5-й месяц нашего марафона. И, к моему изумлению, мы не просто держались. Мы преуспевали. Варя и Пашка изменились.
Загар лег на их лица, сменив бледную городскую немочь. Пашка раздался в плечах, его руки, раньше умевшие держать только джойстик, теперь уверенно сжимали киянку. Варя превратилась в настоящую мастерицу. В ней проснулась усидчивость, которой так не хватало ее матери. Она могла часами сидеть над резным узором, высунув кончик языка от усердия, вырезая лепесток за лепестком. В ту субботу, в середине июля, мы работали над финальными проектами. Пашка делал табурет, классический, на клиньях, без единого гвоздя. Варя замахнулась на раму для зеркала в стиле модерн, с плавными линиями и растительным орнаментом. «Дед, глянь, шип плотно сел?» Пашка подозвал меня, вытирая пот со лба. Я подошел, проверил соединение. Идеально. Ни щели, ни люфта. «Добро, Павел. Сажай на клей. Только не жалей, но и не лей, как из ведра. Клей дерево любит, но меру знает». В этот момент ворота распахнулись. Но это был не вечер, а полдень. Солнце стояло в зените. Во двор въехал не один джип Андрея, а две машины. Вторая — белая медицинская «Газель» с красным крестом, но без мигалок. Частная скорая. У меня внутри все похолодело. Неужели что-то случилось? С Таней, со Светой? Я вышел навстречу, вытирая руки ветошью. «Андрей, что стряслось? Почему так рано?» Из джипа вышел сын. Он был в костюме, несмотря на жару, и вид имел торжественный и мрачный, как гробовщик. Следом вылезла Светлана, пряча глаза за огромными солнечными очками. А из «Газели» вышли двое крепких санитаров и щуплый мужчина в очках с золотой оправой, держащий в руках папку. «Добрый день, Виктор Петрович», — мягким, вкрадчивым голосом произнес щуплый. «Меня зовут Валерий Ильич, я врач-психиатр». Я застыл. Пашка и Варя вышли из мастерской, испуганно глядя на родителей. «Пап, мам, вы чего?» — спросил Пашка. «Мы еще не закончили, у меня склейка». «Замолчи, Павел!» — рявкнул Андрей. «Идите в машину, быстро!» «Ну, папа!» — начала Варя. «Я сказал, быстро! Светлана, забери детей!» Светлана, не глядя на меня, схватила внуков за руки и потащила их к джипу. Варя упиралась, оглядываясь на меня со слезами на глазах. «Дедушка! Деда!» Дверь джипа захлопнулась, отрезав меня от них. Я остался один против 4 мужчин. «Что происходит, Андрей?» — спросил я тихо, чувствуя, как в груди начинает клокотать ярость. «Какой психиатр? Ты что удумал?» «Мы переживаем за тебя, папа», — сказал Андрей громко, явно работая на публику. Я заметил, что у врача в нагрудном кармане включена камера. «Твое поведение в последнее время вызывает опасения. Ты распродал имущество, спрятал деньги, заставляешь малолетних детей работать в антисанитарных условиях, угрожаешь нам». «Я спасаю вас от долговой ямы», — заорал я. «Я учу их быть людьми». «Вот видите», — кивнул врач, что-то помечая в блокноте. «Агрессия». Вспышки гнева. «Виктор Петрович, скажите, вы слышите голоса? Вам кажется, что ваша семья желает вам зла?» «Мне не кажется», — я шагнул к нему. Санитары напряглись, готовые скрутить меня. «Вы — стервятники. Андрей, ты продал отца за деньги? Решил признать меня недееспособным, чтобы аннулировать траст? Это не я решил, папа. Это закон», — Андрей улыбнулся улыбкой змеи. «Мы подали иск. Опека над тобой перейдет ко мне, как и управление фондом. А тебя мы поместим в хороший пансионат. Подлечишь нервы. Валерий Ильич подтвердит, что ты опасен для себя и окружающих. Посмотри на себя, ты же одержим. Ты живешь в гараже, разговариваешь с досками». «Я разговариваю с внуками», — прохрипел я. Врач подошел ближе, заглядывая мне в глаза. «Виктор Петрович, давайте без скандалов. Проедемте с нами на освидетельствование. Добровольно. Иначе...» — он кивнул на санитаров. Я огляделся. Мой дом, мой сад,
моя мастерская. Все это они хотели отобрать, растоптать, превратить в деньги, чтобы заткнуть свои дыры и продолжить жить красивой, пустой жизнью. А меня в дурдом, овощем, чтобы не мешал. Взгляд мой упал на верстак, который было видно через открытую дверь. Там стоял недоделанный табурет Пашки. Кривоватый, еще не зачищенный от клея, но такой, живой. «Убирайтесь», — сказал я шепотом. «Что?» — переспросил врач. «Убирайтесь!» — заорал я так, что вороны взлетели с лип. Я схватил стоящую у стены лопату. «Пошли вон с моей земли. Я вас всех перешибу. Иуды! Вон!» Я замахнулся лопатой. Это был жест отчаяния, жест загнанного зверя. Я бы не ударил. Я не мог ударить своего сына, каким бы подлецом он ни был. Но им этого и было нужно. «Фиксируйте!» — крикнул Андрей. «Нападение с оружием! Он буйный!» Санитары двинулись на меня. «Не подходи!» — я отступил к дверям мастерской. «Аркадию позвоню. Вы не имеете права!» «Аркадий уже не поможет», — усмехнулся Андрей. «Когда у нас будет заключение о твоей деменции, все твои доверенности станут туалетной бумагой». В этот момент окно джипа опустилось. «Папа, не надо!» — закричал Пашка. «Оставь дедушку! Он нормальный! Это вы, психи!» «Закрой окно!» — взвизгнула Светлана. Андрей посмотрел на меня с торжеством победителя. «Ладно, мы уезжаем. Заявление в полицию и в суд уйдет сегодня же. Запись у нас есть. Жди повестку, папа, и прощайся с домом». Он сел в машину. «Газель» развернулась следом. Врач напоследок покачал головой, глядя на меня с притворным сочувствием. Колонна двинулась к воротам. Я стоял с лопатой в руках, глотая пыль, поднятую их колесами. Я видел лицо Вари, прижатое к заднему стеклу. Она плакала. Пашка колотил кулаками по стеклу. Они уехали. Тишина вернулась в сад, но теперь она была мертвой, зловещей. Я выронил лопату. Ноги подкосились, и я сел прямо на траву, закрыв лицо грязными руками. Они победили. Они нашли способ. Они использовали мою страсть, мою любовь к делу против меня. Одержимый, опасный. Вечером я напился. Впервые за 20 лет. Я достал из заначки бутылку водки и пил ее теплую из горла, сидя в темной мастерской на полу среди стружек. Я гладил Пашкин табурет и плакал. Пьяными, горькими слезами старика, который понял, что проиграл жизнь. «Люся», — шептал я в темноту, — «забери меня. Я не справился. Они сожрали меня. Сожрали наших внуков. Все зря». Я уснул там же, на полу, укрывшись брезентовым фартуком. Мне снилось, что мастерская горит, а я стою посреди огня и не могу пошевелиться. А вокруг пляшут Андрей и Светлана, подбрасывая в огонь мои инструменты. Проснулся я от стука. Голова раскалывалась. Во рту было так, словно там ночевал эскадрон гусар с конями. Солнце било в глаза сквозь щели в воротах. Стук повторился. Настойчивый, громкий, в ворота. «Полиция», — подумал я вяло. «Ну вот и все, приехали вязать». Я кое-как поднялся, отряхнул опилки с брюк, подошел к воротам. «Кто там?» — хрипло спросил я. «Ломайте, открыто». «Виктор Петрович! Открывай, медведь!» — раздался знакомый голос. Аркадий. Я отодвинул засов. Аркадий Андреевич стоял на пороге, свежий, выбритый, но с глазами полными тревоги. «Витя, ты на звонки не отвечаешь. Я уже думал, инфаркт. Ты чего, пил?» «Пил», — признался я. «Все кончено, Аркаша. Они меня в дурдом сдают. Андрей был вчера с врачом. Спровоцировали, записали». Аркадий прошел в мастерскую, брезгливо перешагнув через пустую бутылку.
Знаю. Андрей мне уже звонил с утра. Триумфатор хренов. Сказал, что подает на лишение дееспособности. Видео прислал. Выглядишь ты там не очень, прямо скажем. С лопатой на врачей. Я опустился на верстак, обхватив голову руками. Что делать, Аркаш? Я не отдам им деньги. Лучше сожгу. Сжигать ничего не надо. Ты забыл, кто твой адвокат? Аркадий достал из портфеля термос с кофе. На, выпей, приди в себя. Ситуация дрянная, но не безнадежная. Они подкупили врача. Это ясно, экспертизу мы оспорим. Назначим независимую в Москве. Ты пройдешь тесты. Ты вменяем, Витя, просто устал и сорвался. Но это будет долго. Суды, апелляции. Полгода минимум. «А внуки?» — спросил я. «Они же их не пустят больше. Условие нарушено. Год прерван». «Формально, да». Андрей заявил, что разрывает договор в одностороннем порядке ради безопасности детей и требует выплаты компенсации. Я застонал. Значит, они победили. «Не совсем», — Аркадий прищурился. «Есть один нюанс в договоре, который Андрей в своей самонадеянности не дочитал. Пункт 7.4. Мнение бенефициаров». «Чего?» «Мнение внуков, Витя. Варе уже 12. В суде по опеке ее мнение учитывается. Если она скажет, что дед бегал за ней с топором, тебе крышка. А если скажет, что папа врет, она ребенок, — возразил я. Андрей ее запугает, купит, свозит в Диснейленд. Что она может против родителей? Может и ничего, — вздохнул адвокат. А может, ты плохо знаешь своих учеников. В этот момент за воротами послышался шум мотора. Не машины, мопеда или скутера. Мы переглянулись. Звук приблизился, чихнул и заглох прямо у нас во дворе. Потом послышался грохот, будто кто-то перелезает через забор, и сдавленное пыхтение. «Подсади! Да ногу ставь, дубина! Сам, дубина, мне коряга взад впилась!» Я распахнул дверь. На земле в кустах малины барахтались два тела. Одно в розовом, другое в спортивном. Пашка и Варя. Они были в ссадинах, грязные, растрепанные. Рядом, прислоненный к забору с той стороны, стоял курьерский электровелосипед. «Вы?» — я не поверил своим глазам. «Откуда?» Пашка поднялся, отряхивая колени. Под глазом у него наливался свежий синяк. «Мы сбежали, дед», — сказал он, сплевывая кровь. «Папа нас запер, телефон отобрал. Но я у Игоряна, соседа, велик угнал, то есть одолжил». Варя подбежала ко мне и уткнулась носом мне в живот, рыдая. «Дедушка, мы не верим им. Ты не псих. Мы слышали, как они договаривались с этим доктором. Они заплатили ему $10 000. «Тише, тише, маленькая». Я гладил ее по голове, чувствуя, как у самого щиплет в глазах. «Вы зачем сбежали? Вас же полиция искать будет». «Пусть ищут», — зло сказал Пашка. Он шагнул в мастерскую, подошел к своему верстаку. «Сегодня суббота, дед, 9 утра. Мы не опоздали, у нас работа. Табурет сам себя не склеит». Аркадий Андреевич снял очки и протер их платком. Руки у него, железного адвоката, дрожали. «Виктор Петрович», — сказал он тихо, — «кажется, мы выиграли суд, даже не начиная его». Я посмотрел на внуков. Грязных, побитых, испуганных, но упрямых, как маленькие бычки. Они выбрали между Диснейлендом и мастерской, между легкой ложью и трудным рубанком. Они выбрали меня. «К станкам!» — скомандовал я голосом, в котором звенели слезы и сталь. «Павел, клей стынет. Варвара, бери стамеску. У нас много работы. А родители?
Пусть приезжают. Теперь я их встречу не с лопатой, а с вами. Это была точка невозврата. Дети перестали быть детьми своих родителей. Они стали моими наследниками. Не денег, духа. Через час у ворот моего дома стоял не просто кортеж, а целая армия. 2 патрульные машины с мигалками. Джип Андрея, машина Игоря. Сирены выли так, что переполошили весь поселок. Соседи прилипли к заборам. «Выходите!» — орал в мегафон полицейский. «Гражданин Авдеев, отпустите детей! Вы окружены!» Я стоял в дверях мастерской. Спокойный, трезвый. За моей спиной, как 2 волчонка, сопели Варя и Пашка. Аркадий Андреевич сидел на верстаке, раскладывая документы. «Не бойся», — шепнул я Варе. «Правду говорить легко и приятно, помнишь?» Она кивнула, сжимая в руке стамеску так, что костяшки побелели. Я мягко забрал у нее инструмент. Это лишнее. Слово — наше оружие. Я открыл ворота. На меня двинулась толпа. Андрей, красный от ярости, Светлана в истерике, Таня, бледная, как смерть. Полицейские держали руки на кобурах. «Вот он!» — завизжала Светлана. «Он похитил их! Он заманил их! Хватайте его! Дети, идите к маме!» Варя и Паша вышли вперед. Они встали передо мной, закрывая меня своими маленькими телами. «Мы не пойдем!» — звонко крикнул Пашка. Голос у него ломался, давал петуха, но звучал твердо. Толпа замерла. «Что?» — опешил Андрей. «Паша, ты что несешь? Он тебе мозги промыл?» «Никто нам ничего не мыл!» — крикнула Варя. «Мы сами приехали, потому что сегодня суббота, потому что мы договорились». «Вы сбежали из дома», — рявкнул Андрей. «Вы украли транспорт. Офицер, заберите их». Полицейский усатый капитан подошел ближе. Он посмотрел на меня, потом на детей. «Ребят, вас тут насильно держат? Дедушка вам угрожал?» «Нет», — хором ответили внуки. «Это папа угрожал. Он хотел дедушку в психушку сдать, чтобы деньги забрать. Мы слышали». Капитан нахмурился и повернулся к Андрею. «Гражданин, что за цирк? Вы заявили о похищении с угрозой жизни. А тут семейная разборка?» «Он невменяемый», — настаивал Андрей. «У нас есть заключение врача». «Врача, которому ты заплатил», — вставил Пашка. «Я слышал, как ты говорил по телефону. 10 зелени, и дед поедет в дурку». В толпе зевак прошел ропот. Андрей побагровел. «Ты врешь, щенок». «Не смей орать на моего внука», — сказал я тихо. Я шагнул вперед, положив руки на плечи детям. «Уходите, Андрей. Забирай свою свиту и уходи». «Я лишу тебя прав», — брызгал слюной сын. «Я тебя уничтожу». Тут вперед вышел Аркадий Андреевич. Он поправил очки и заговорил своим сухим, скрипучим, но очень весомым голосом. «Андрей Викторович, я бы на вашем месте поостерегся. У меня в папке заявление в прокуратуру о клевете, ложном доносе и попытке незаконного лишения свободы. Плюс показания несовершеннолетних свидетелей. Если мы дадим этому ход, вы сядете. Лет на 5. И Светлана тоже. Кто будет детей воспитывать? Опека?» Светлана схватилась за сердце. Таня начала оседать на землю. Игорь подхватил ее. Андрей смотрел на нас. На меня, на адвоката, на своих детей, которые смотрели на него не с любовью, а с суровым осуждением взрослых людей. Он понял, что проиграл. Не юридически, морально. Его авторитет, построенный на деньгах и понтах, рассыпался в прах перед 2 табуретками и честным словом. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Хорошо. Оставайтесь. Живите в этом свинарнике. Но денег вы не увидите. Я найду способ». «Денег?» — переспросил Пашка. «Пап, да пошел ты со своими деньгами!» Андрей дернулся, как от пощечины. «Что ты сказал?» «Я сказал, нам не нужны твои деньги. И дедушкины не нужны. Мы сами заработаем. Руками.
Понял?» Это был нокаут. Полицейские начали расходиться, пряча улыбки. Капитан козырнул мне. «Разбирайтесь сами, отцы и дети. Но еще один ложный вызов. Штраф впаяю». Машины уехали. Андрей постоял еще минуту, глядя на нас. Потом плюнул на землю, сел в джип и ударил по газам. Светлана и Таня побежали за ним. Мы остались одни. «Ну что?» — сказал я, чувствуя, как дрожат колени от пережитого напряжения. Цирк уехал, клоуны остались. «Работать будем или победу праздновать?» «Работать, дед», — серьезно сказал Пашка. «Клей же стынет». Оставшиеся полгода пролетели как один день. Родители больше не мешали, они исчезли, затаились. Андрей запил, Светлана подала на развод, как мне доложила разведка в лице соседей. Таня и Игорь пытались что-то наладить, но без моих вливаний их жизнь медленно скатывалась в серую реальность съемных квартир и работы на дядю. А у нас в мастерской кипела жизнь. Мы закончили табурет и раму, и еще шкафчик для инструментов, и скворечник. Но главное, мы построили нечто большее, чем мебель. Мы построили семью, настоящую. Варя научилась отличать запах дуба, кислый, терпкий, от запаха липы, сладкий, медовый. Пашка перестал бояться за нос и полюбил звук, с которым острая стамеска срезает тонкую стружку. Они приезжали теперь не только по субботам. Они прибегали после школы. «Дед, я тут чертеж набросал, посмотри». «Дедушка, а давай тумбочку отреставрируем. Я на помойке нашла. Ножки — чистый орех». Они стали другими. Взгляд стал глубже, руки крепче, речь проще и честнее. Они перестали просить айфоны. «Зачем?» — говорил Пашка. «Старый звонит, и ладно. Лучше я набор резцов куплю японских». И вот наступил финал. Последняя, 52-я суббота. Аркадий Андреевич приехал с комиссией, он пригласил независимого эксперта-оценщика антиквариата, старого еврея Исаака Моисеевича, чтобы все было по-честному. На верстаках стояли дипломные работы. Паша сделал шахматный стол. Столешница — наборная инкрустация. Шпон красного дерева и светлый клен. Ножки — точеные, витые. Варя сделала ларчик для украшений. Резьба такая тонкая, что, казалось, дунь, и кружево разлетится. Внутри бархат. Исаак Моисеевич ходил вокруг изделий полчаса, цокал языком, щупал, нюхал, светил фонариком. Мы стояли, не дыша. Наконец он снял очки. «Виктор Петрович», — сказал он, — «я не знаю, какой там у вас траст-шмаст, но я готов купить этот стол прямо сейчас, за 200 тысяч. А ларчик — это музейный уровень, деточка. У тебя золотые руки». Варя покраснела до корней волос. Пашка сиял, как начищенный самовар. «Ну что», — сказал Аркадий, доставая печать. «Условия выполнены, год завершен, работа принята с отличием». Он поставил жирную синюю печать на акте. «Поздравляю, вы спасли свою семью от банкротства. Фонд погасит долги ваших родителей». Дети переглянулись. «Аркадий Андреевич», — сказал друг Паша, — «а можно не гасить?» Мы опешили. «В смысле?» — не понял адвокат. «Ну, пусть они сами», — Пашка пожал плечами. «Мы же сами этот стол сделали. Никто за нас не пилил. Вот пусть и они сами свои долги разгребают. А деньги пусть лежат. На учебу или на хоспис, как дед хотел». Я почувствовал, как к горлу подкатил ком. «Ты уверен, Павел?» — спросил я хрипло. «Родители обидятся». «Они и так обиженные», — вздохнула Варя. «Деда, ты нас научил, что халява развращает. Если мы за них заплатим, они опять кредитов наберут. Пусть учатся, как мы». Аркадий Андреевич посмотрел на меня. В его глазах стояли слезы. «Виктор», — сказал он, — «ты создал не мебель, ты создал людей». Я обнял их, своих маленьких, мудрых, взрослых внуков. От них пахло стружкой, лаком
и будущим. Настоящим будущим. «Ладно», — сказал я, — «с родителями решим. Поможем, но частями, чтобы не расслаблялись. А сейчас... Сейчас, кажется, нам пора пить чай. С тортом. Я купил Наполеон». «Чур, я режу!» — крикнул Пашка, хватая ножовку. «Положи на место!» — засмеялась Варя. «Торт ножом режут, дурак!» Мы смеялись. Смех звенел в мастерской, отражаясь от досок, от инструментов, от стен, которые впитали столько пота и слез, но теперь впитывали только счастье. Я сижу на веранде своего дома. Вечер. Солнце медленно опускается за верхушки сосен, окрашивая небо в цвета свежей стружки. Золотой, розовый, янтарный. В руках у меня чашка чая с чабрецом, на коленях старый плед. Тишина. Благословенная тишина, которую больше не нарушают крики, скандалы и звонки коллекторов. Многое изменилось за этот год. Андрей и Светлана развелись. Это было неизбежно. Их брак держался на деньгах и понтах, а когда исчезло и то, и другое, фундамент рухнул. Андрей продал свой пафосный таунхаус. Фонд выкупил его долг, но с условием, что он будет выплачивать его мне, с процентами небольшими, но ощутимыми, чтобы помнил цену деньгам. Сейчас он живет в обычной двушке, работает начальником отдела продаж в строительной фирме. Ездит на «Шкоде». Недавно заезжал, без звонка. Привез мне мешок яблок. «Пап, тут Антоновка пошла, ты любишь». Мы посидели, помолчали. Он постарел, осунулся. В волосах появилась седина. Исчез лоск. Исчезла надменность. В глазах появилась усталость человека, который наконец-то начал жить реальной жизнью. «Спасибо, сынок», — сказал я, принимая яблоки. «Тебе спасибо, батя», — буркнул он, глядя в пол. «За Пашку. Он мужиком стал. Таня с Игорем пока держатся. Фонд помог Игорю закрыть долги по крипте, но я заставил его подписать брачный контракт и пройти курсы финансовой грамотности. Таня открыла маленькую студию дизайна. Настоящую, не для галочки. Она теперь сама ездит по объектам, ругается с прорабами, выбирает плитку. Недавно прислала мне фото кухни, которую спроектировала. «Пап, зацени. Массив дуба». Я оценил. Неплохо. Стиль есть. Понимание материала пришло. Видимо, гены все-таки пальцем не раздаешь. Но главное — это внуки. Мастерская теперь не моя. Точнее, не только моя. Над входом висит новая вывеска. Красивая, резная, дубовая. Варя сама вырезала буквы, а Пашка покрывал яхтным лаком. Надпись гласит: «Мануфактура Авдеевых. Основана в 1992 году». Они там сейчас. Я слышу звук циркулярной пилы. Вжжж. И стук киянки. Пашка готовит партию стульев для модного ресторана. Да, у нас теперь очередь заказов на полгода вперед. Крафтовая мебель от молодых мастеров. Так про них написали в местном журнале. Пашка — главный технолог. Варя — главный художник. Она расписывает спинки стульев авторским орнаментом. Они не бросили школу. Наоборот. Пашка взялся за физику и геометрию, понял, что без расчетов хорошую конструкцию не сделаешь. Варя поступила в художественную школу уже всерьез. Деньги фонда лежат нетронутыми. Они растут. Аркадий Андреевич, который теперь заходит к нам каждую субботу на партию в шахматы с Пашкой, говорит, что к совершеннолетию внуков там будет сумма, достаточная для открытия небольшой фабрики. Но мне кажется, они не будут строить фабрику. Они построят что-то свое. Может быть, школу ремесел. Может быть, музей дерева. Я делаю глоток чая. Горячо. Хорошо. Я смотрю на свои руки. Они стали слабее. Суставы ноют на погоду. Пальцы уже не так ловко держат резец.
Глаза подводят, приходится надевать очки. Время берет свое. Я — старое дерево. Моя кора потрескалась, мои ветви потяжелели. Но мои корни дали новые, сильные побеги. Вдруг дверь мастерской распахивается, на пороге появляется Варя. Она в рабочем фартуке, лицо перепачкано древесной пылью, волосы собраны в пучок, из которого торчит карандаш. «Дедушка!» — кричит она. «Иди скорей! Пашка такое придумал! Там соединение! Бомба! Тройной шип!» Я улыбаюсь. Я, кряхтя, поднимаюсь с кресла, опираясь на трость, которую Пашка выточил мне из можжевельника с рукояткой в виде головы льва. Иду, Варенька, иду. Я иду по дорожке сада. Я иду в свой храм, где пахнет жизнью. Я иду к своим детям. Не тем, которых я родил, а тем, которых я создал. Я Виктор Петрович Авдеев-Плотник. Я не миллионер, я богач. У меня есть наследники, настоящие. Те, кто не продаст мой верстак за долги, а встанет за него. Те, кто знает, что дерево живое. Те, кто знает, что честь — это не слово, а дело. Я захожу в мастерскую. Свет бьет в глаза. Пашка стоит у верстака, гордый, сияющий, держит в руках сложный узел из 2 брусков. «Смотри, дед, намертво. Танком не разорвешь». Я беру деталь. Гладкая, теплая, совершенная. «Мастер», — говорю я, и вижу, как в их глазах отражается вечность. Жизнь удалась. Люся, ты видишь? Мы справились.